Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на отношения на расстоянии. Что из этого выйдет, если будущее, либо чем закончатся эти отношения. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, на мужчину, и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а эти отношения, они лишь только начинаются, девочки. Так, давайте разбираться. Отношения на расстоянии. Какая-то темнота между вами. Нет ясности, нет точности. И есть какие-то скрытые моменты. Что с вашей стороны, девочки? С вашей стороны вы тоже мужчине не все договариваете, рассказываете. Что с его стороны? Вот как нечестные вы друг другом. Вот простите меня, пожалуйста, но нет такого вот прям 100% человек все знает про вас, а вы про него, да, и какого-то прям 100% доверия между вами тоже нет. Но если вы в интернете познакомились и общаетесь, оно-то понятно. А если вы в жизни познакомились и потом как-то разъехались, разошлись, то здесь явно что-то не то. Зачем же вы так накручиваете, намучиваете это все дело? Смотрите, вы чувствуете от него неискренность, а он чувствует от вас неискренность. И это вам очень мешает с ним договориться и дальше продвигать ваши отношения. Да. Как будто бы не хватает. Вот не хватает каких-то элементов, сегментов. Пазлы не сходятся. Вроде чувство есть, тянет, желание есть, но до определенного, скажем так, момента, да, какой-то барьер вот этот идет, барьер из недосказанного, который вас разделяет. Эти отношения, кстати, очень перспективные, очень перспективные. Здесь бутончик вышел, бутончик, но это лишь только от вас зависит, от вас и от вашего мужчины. Зацветет ли этот бутон, либо так в бутончике и останется. Такое пограничное состояние, вот как будто бы судьба решается здесь и сейчас. Девочки, раз вы меня смотрите, такой совет идет, да, вам нужно больше разговоров, вам нужно больше приватных личных разговоров. Пусть прям не все в один момент про себя рассказать. Да, не надо ему рассказывать свою автобиографию там, от первого до последнего слова, прям все про себя рассказывать. Нет, вам нужно больше общаться, больше говорить о том, что нравится, чего хотите, о чем мечтаете. Может быть, о каких-то даже моментах прошлого рассказать, да, вот, о каких-то разочарованиях. Поверьте, этот мужчина, он будет вам отвечать взаимностью. Вот правда за правду у вас идет, такой идет обмен. Сейчас вот два как такие, знаете, как ежики, да, напряглись, колючки друг против друга выставили, хотя вот прям хочется общаться. У вас сомнений больше по поводу мужчины, у мужчины меньше сомнений. Мужчина какой-то прям как блаженный ходит. Вот он очень счастлив тем, что вы в его жизни есть, тем, что вы общаетесь. Когда момент вот этот общения, у него лицо прям светится, понимаете, у него лицо светится. Вот кто его знает, кто рядом с ним находится, вот прям видят, вот как он меняется. Там, из усталого, напряженного состояния, вот состояние сверкающей лампочки. Вот мгновенно. Вы позвонили, вы написали, все, глазки блестят. Он такой на подъеме бежит там, вам писать, отвечать, да, либо с вами разговаривать начинает. У вас немножко по-другому. Вы, может быть, обжигались раньше, вот среди там интернет-знакомств, либо в принципе отношения какие-то неудачные у вас были в прошлом. Вы очень осторожны, очень осторожны. Ну, не зря же говорят, что кто обжегся на молоке, теперь и на воду дует.
Вот и у вас такая ситуация. Да. Кстати, у кого-то еще отыграется, что вот подруга, может быть, какая-то ваша подруга, мама, сестра, кто вам тоже может немножко там негативчика подбавлять и говорить, что о, это же по интернету, ты же ничего про него не знаешь, а вдруг он там маньяк-убийца, многоженец, там, не знаю, психически больной человек. Ну, есть такой момент. Но там не зла хотят, там скорее как уберечь вас хотят, да, поэтому такое и говорят. А вы все-таки девушка внушительная, да, вам можно как внушить, да, что есть опасность. Ну, не то, что вы прям верите, да, если бы вы верили, вы, конечно, ни с кем не общались, но вы прислушиваетесь, вы человек разумный, вы понимаете, что в жизни все бывает, да. Тем более я вижу, что вы разносторонне развитый человек, то есть, возможно, вы где-то что-то слышали, видели, читали, то есть как информация поступала. Вы такая, да, такой тихой поступью идете, чтобы случайно не подскользнуться и не упасть. Так, мужчина. Если у мужчины было прошлое, смотрите, там, если он был там женат, там, либо какая-то возлюбленная была, то это прошлое его уже не беспокоит. Да, оно есть в его памяти, да, какие-то моменты прям остро он ощущает, но его это не беспокоит. Он спокойненько со своим прошлым попрощался. Мужчина готов к новым отношениям, он их ищет, он жаждет. Вот вас он встретил, все, знаете, как обрадовался, вот прям почувствовал, что вот именно с такой женщиной я хочу быть вместе. Но то, что идет напряг с вашей стороны, вот он его чувствует, и он как по тем же правилам играет, он тоже начинает напрягаться. Но он тоже живой человек, понимаете, смотрите, у вас есть страхи относительно его, и у него есть страхи относительно вас. Это нормально. Вот если бы он совсем ничего не боялся, да, можно было сказать, он дурачок какой-то. Нет, он нормальный, адекватный человек. Если у него какие-то там серьезные секреты, да, либо черные делишки, но я не вижу. Наоборот, он мне идет таким хорошим человеком психически здоровым, да, человеком, который строит планы на будущее, человек, который хочет быть счастливым, да, семьи хочет, добра хочет, тепла хочет. В принципе, вполне себе даже и очень прилично все выглядит. Может быть, у кого-то прямо из девочек отыграется, что мужчина ну, какую-то тесную связь с семьей поддерживает, но почему-то кажется, что это его семья. Ну, то есть не бывшая жена, а именно родители. Может быть, он с ними проживает вместе. Это может быть. Но там погоды родители не сделают. Если он выбирает вас, хочет быть с вами, там никто не станет его отговаривать, а даже если и станут, то он никого слушать не будет. Он будет жить по своему уму, по зову своего сердца. Это так. Так. Если вы уже с ним виделись, ну, девочки, тут какое-то невероятное впечатление вы на него произвели. Он убедился в том, что да, правильный выбор. Именно с вами он хочет быть, вот прожить свою жизнь до конца. Если вы еще не виделись, да, вот в интернете познакомились и ни разу вживую не виделись, да, там не видеосвязь, а вот именно лицом к лицу, так что прям энергетику почувствовать, в глаза заглянуть, то поверьте, встреча у вас обязательно будет, и эта встреча просто его сведет с ума, вот как будто бы привяжет к вам, какой-то прям цепью очень прочной привяжет, и он от вас не отстанет. Так что если вы этого мужчину все-таки всерьез не рассматриваете, ну, знаете, все в жизни бывает, да, то лучше не встречайтесь. А то потом очень трудно будет от него как избавиться, да, отойти от него. Он прям преследовать может, прям ходить, добиваться, конючить, постоянно к вам приезжать, да, то есть измором вас может брать. Если вы этого не хотите, понимаете вот в сегодняшнем дне, что да, все-таки я боюсь, не хочу, тогда лучше и не встречайтесь с ним. Вот лично не встречайтесь. Потому что именно встреча вот для мужчины идет фатальная. Все, он потом уже без вас не сможет. Если уже встретились, ну что, девочки, придется тогда долго от него отбиваться. Если мужчина иностранец, живет где-то далеко, в другой культуре, может быть, он и другой религии принадлежит,
бояться вам нечего. Он там не фанатик, он вполне адекватный человек с адекватными взглядами на жизнь. По поводу вашей интеграции в будущем, да, в его общество, в его национальную принадлежность, назовем это так. Так вы женщина умная, у вас с головой все в порядке. Вот, вы быстро язык освоите и впишетесь, и будете как своя, понимаете? Это я вижу. Если вы боитесь всю жизнь менять, да, там, переезжать там, в другую страну, с нуля все начинать, особенно женщины, кто постарше, ну так а что бояться? Волка боятся в лес не ходить. Вы знаете, бойтесь лучше оставаться там, где вы есть, и жить той жизнью, как вы живете. Жизнь похожа на болотце, понимаете? Если не хотите квакать от тоски и от печалики, ну так меняйте. Меняйте, разукрасьте свою жизнь красками, новыми интересами, новыми знакомствами, новыми возможностями. Тут мужчина будет вам во всем помогать и поддерживать. Так, если это мужчина вашей национальности, но проживает в другом месте, да, вот в другом месте, там, в другом городе живет, здесь немножко по-другому. Не пугайтесь, все хорошо, просто немножко по-другому идет. Мужчина, вот смотрите, да, будет вас очень оберегать. Если станет вопрос, где вам жить, где там, у вас на территории, у него на территории, то есть к вам он должен переехать, либо вы к нему, во-первых, он будет настаивать на то, чтобы там у него с ним. И второй момент, он будет вас оберегать от каких-то лишних нагрузок, да, чтобы вы там лишний раз не устали, там, стресс не получили. Здесь мужчина будет стараться вот все взять на себя, вот все целиком и полностью. Если вы женщина независимая, да, привыкли вот сами для себя, сами с собой, то, конечно, будет нелегко. Нелегко, придется очень долго бороться за свое право, например, там, не знаю, работать, право какой-то деятельностью заниматься. Здесь вот больше как забота, гиперзабота идет. Ну, я думаю, что все можно порешать. Если чувство есть, любовь есть, то все можно порешать. Мне эти отношения видятся перспективными. Вот еще раз говорю, да, будто он вышел, все еще впереди. И только лишь от вас, от ваших решений, от ваших действий в сторону этого человека, да, от вашего примера. Смотрите, неправильно сказала. Он же вас читает, да, он же под вас подстраивается. То есть если вы начнете первое идти на более какие-то, ну, скажем так, откровенные разговоры, более проникновенные разговоры, больше про себя что-то рассказывать, да, про свои эмоции, про свое настроение, то он ответит вам взаимностью. Вы друг друга лучше узнаете, и вот эти страхи, сомнения, они уйдут. Наоборот, это даже как сблизит вас очень сильно. Между вами появится и доверие, и желание. Страх уйдет. Да, страх уйдет, появится желание поскорее сойтись, съехаться и быть вместе. Но, опять же, да, вы. Тут ключевой момент — это вы, ваше настроение и ваши действия. Мужчина вас всегда поддержит. С его стороны сюрпризов я не вижу, таких неприятных. Вот с вашей вижу, с его не вижу. Ну, вы поняли, девочки, да, о чем я говорю. Вы сначала, вот смотрите, сначала лучше по-правильному разберитесь сама с собой, чего на самом деле хотите, как вы это видите и на что вы готовы ради этого. Вот, как только вы поймете, что для вас эта цена, ну, скажем так, по силам, да, что вы способны на эти действия, ну, тогда идите вперед, ничего не бойтесь. И если вы понимаете, что все-таки сомнения превышают вот эту чашу доверия там, либо желания, тогда, девочки, делайте соответствующие выводы. И, наверное, таки сворачивайте эти отношения. Я так скажу, да, не ломайте жизнь мужику. Не ломайте. Не ломайте, не надо. Ну, честно ему скажите, что ну так и так боюсь, да, не смогу. Не смогу я к тебе поехать, да, не смогу я к тебе переехать. Не готова, не готова. Вот не мое это. Я хочу жить там, где я живу. Скажите ему правду, так вы хоть друзьями расстанетесь. Но перспектива в целом очень хорошая получается. Тут как на семью идет. На семью, причем семью хорошую, добрую, стабильную,
с достатком семья. Там, где никто не обижен, где все улыбаются, где все счастливые. Думайте, девочки, решайте, выбирайте. Перспектива очень хорошая. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.